Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Говорим с вами в том числе о самых-самых важных темах дня сегодняшнего. И, собственно, одна из тем, которую мы хотели с вами обсудить, это последний звонок, а точнее итоги, собственно говоря, учебного года в Крыму. Поскольку было много заявлений о том, что образование в Крыму оказывается доступно и на русском языке, и на украинском, и на крымско-татарском. Вот как оно на самом деле, что будет с выпускниками, куда они смогут поступать, как они учатся, современные крымские школьники. Это все будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. Начинаем. Тема дня. И начнем мы с того, что напомним нашим радиослушателям номера телефонов для связи. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звоните, если у вас есть что сказать по этому вопросу. А я думаю, что у многих есть что сказать по этому вопросу. Есть также телефон для жителей других регионов Украины. 044 490 31 18. У нас есть трансляция в Ютубе. Конечно же, есть трансляция на сайте Радио Крым Реалии. Это все каналы для связи. А мы же, собственно говоря, идем к самой теме. Тема дня, последний звонок, а точнее итоги учебного года. Итак, подконтрольные Кремлю власти в течение всего года утверждали, что на полуострове образование все-таки доступно, и оно доступно в полном объеме, и оно доступно на любом языке. С последним звонком пришло время просуммировать факты. Как изменилось школьное образование в Крыму за еще один год аннексии? Насколько доступным оно является по факту на, например, украинском или крымско-татарском языках? Достаточно ли в Крыму самой материальной базы для обучения? Причем обучение я имею в виду на крымско-татарском или украинском языках, и какие сложности ждут крымских школьников после деоккупации. Вот это все мы будем обсуждать с вами, но сначала 100 слов по теме. Крым в центре внимания. В школах аннексированного полуострова 24 мая прозвучали последние звонки. В этом году выпускаются около 9 тысяч 11-классников и более 17 тысяч учеников 9 классов. Такие данные озвучила российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. В комментарии телеканалу «Первый Крымский» она сообщила даты экзаменов. 28 числа стартует первый единый государственный экзамен для 11 класса. Завтра, 25 числа, стартует государственная итоговая аттестация для 9 классов. А в школах Севастополя последние звонки прозвенели днем ранее, 23 мая. В Севастопольской гимназии номер 1 присутствовал российский замгубернатора Севастополя Илья Пономарев. Я хочу пожелать вам в этот день не бояться вашего пути, идти по нему, быть самими собой. Этот день, когда перед вами открываются двери в огромный, на самом деле, прекрасный мир. А на линейке в Севастопольской школе номер 22, которая во второй раз выпустила кадетский класс, присутствовала инспектор отдела кадров Следственного управления Следкома России Екатерина Самохина. В комментарии журналистам телеканала X-ТВ Севастополь она рассказала, особо прилежные ученики уже получили приглашение в Академию Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге. Ребята, которые получили целевое направление от Следственного управления, по окончании высшего учебного заведения будут трудоустроены в Следственный комитет Российской Федерации. Это не обязательно будет Следственное управление города Севастополя, это может быть любой другой субъект. И наши кадеты это понимают и готовы, и сделали этот выбор. После российской аннексии Крыма число крымчан, получивших образование на украинском, существенно сократилось. Как ранее объясняла российский министр образования полуострова Наталья Гончарова, это зависит исключительно от воли учеников и их родителей. В 2014 году число тех, кто получал образование на украинском языке, достигало почти 13 тысяч человек. В 2018 году их было 370. Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, последний звонок и, собственно, итоги учебного года в Крыму в центре тоже нашего внимания. Напоминаю еще раз, вы можете писать нам комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и Ютубе, а также на сайте радио Крым Реалии. Ну и, конечно же, вы можете нам звонить. 8 800 10 06 926 это номер телефона для крымчан. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Ну и вы, конечно же, можете писать даже в Твиттер и предлагать темы своих программ. А мы обсуждаем. Ольга Тимошенко, бывший директор украинской школы в Евпатории, сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Слышно ли меня? Добрый. Да, смотрите, да, прекрасно, спасибо, что включились. Итак, вот цифры, с которыми, собственно, закончился сюжет моих коллег. Да, в 2014 году 18 тысяч примерно крымских школьников училось на украинском языке, а сейчас их всего лишь около 300. И тамошние чиновники утверждают, что это все исключительно добрая воля самих учеников и их родителей. Насколько это правда по вашим данным? З того, що я бачу з тої кількості дітей, які одержують освіту екстерном, в київських школах, в інших школах міста, звичайно, це не відповідає дійсності. Просто немає можливості вчитися українською мовою і немає ніякого сенсу в цьому. Тому діти, якщо говорити про останній дзвоник, то дуже багатьох дітей в школах Криму не було. Вони в цей час були в Україні, вони в цей час складали ЗНО з української мови та літератури, залишаються ще тут і змушені, на превеликий жаль, курсувати таким чином, тому що 30-го у них вони складають ЄГЭ з математики, курсувати між великі такі переїзди в них нічні. Проте у дітей дуже велике бажання отримати український атестат. Багато хто з них хоче продовжувати навчання за кордоном, тому, звичайно, потрібен український атестат. І вчаться вони українською мовою таємно. Кстати, вот об этой тайности изучения украинского языка, ну и подготовки к украинским экзаменам ЗНО, насколько это распространенное явление по вашим данным? И второй сразу вопрос, есть ли в Крыму учителя, которые помогают таким детям? Звичайно, всі вчителі української мови, які залишилися там працювати, змушені були перекваліфікуватися на вчителів російської мови офіційно. Проте вони вчать дітей, які виявили таке бажання. Звичайно, це вже платні заняття. А можливо, я не беруся так стверджувати, можливо, і безкоштовно вчать. Проте все це відбувається таємно, поза межами школи, і діти це не афішують. І не афішують. Знаєте, навіть отримати копію особової справи від директора – це є велика проблема. Люди придумують такі легенди, що просто одержати копію, тому що без цієї копії ми не можемо зараховувати на екстерн в українську школу. Хорошо, а зачем тогда вот нужно, я не знаю, придумывать какие-то ухищрения для получения копии личного дела школьника, если, по сути, это же его личное дело? Зачем директора школ, я не знаю, устраивать препятствия в этом? Це документ, який мусить зберігатися в школі. Так воно є. Там заносяться відомості про навчання учнів. Це не його особиста справа. Ну, хорошо, я имею в виду, что это же данные об этом самом ученике, и, наверное, он имеет право знать, что там написано. Тому що всі розуміють, директори, навіщо діти беруть цю особову справу, з якою метою. І з усіх сил намагаються не допустити цього. Хорошо. И последний, наверное, вопрос. Вы, наверное, общаетесь с крымскими выпускниками. Насколько им, я не знаю, насколько они выдерживают эти сложности? Потому что у них там есть и своя история, да, которую они сейчас изучают, и какие-то другие предметы, которые отличаются от украинского цикла. Насколько, я не знаю, легко, сложно дети к этому адаптируются? Діти мусять адаптуватися. Все залежить від батьків, від світогляду батьків. Батьки, якщо так переконують дітей, то діти змушені вчитися там, але всі діти, як і всі діти світу, вони мріють швидше вирватися з-під опіки батьків і будувати своє особисте життя так, як вони вважають за потрібне. Багато хто переконує все-таки, якщо є можливість у батьків їздити до Києва, складати, вчити дитину за кордоном, то, звичайно, вони це можуть робити. Але не всім це по кишені, ви ж самі розумієте. Середня заробітна плата там дуже низька.
До мене приїхала нещодавно медична сестра школи, то в неї всього 7 тисяч рублів зарплата. Це дуже мало, це дуже мало. То вчити, звичайно, дитину і їздити це неможливо. Ну, то есть, по сути, для многих родителей основным препятствием к тому, чтобы ребенок получал образование на материковой Украине, основное препятствие — это деньги? Ну і, звичайно, якщо у когось є політичні переконання. Ясно. Але те, що пропонують випускникам Астрахань, вибачте, не Москву, не Петербург, приїжджають діти з медалями, медалісти, приїжджають діти з дуже хорошими знаннями. Я навіть дивлюся за тим, як вони склали ЗНО з української мови. Проте, крім Астрахані, їх більше ніде не чекають. Да, спасибо вам за ваши комментарии. Ольга Тимошенко, бывший директор украинской школы в Евпатории, была с нами на связи. Обсуждаем будущее, собственно говоря, крымских выпускников. Вот Ольга утверждает, что очень многие из них сейчас активно курсируют между Крымским полуостровом и материковой частью Украины для того, чтобы сдавать, например, украинские экзамены, ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, так эта штука расшифровывается. А мы идем дальше. Абдуришид Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, с нами на связи. Абдуришид, здравствуйте. Здравствуйте. Было заявление, причем их было не одно, да, еще начиная с 2014 года, что в Крыму будет обеспечено полное право на получение образования как на русском, так и на украинском, так и на крымско-татарском языках. Насколько эти заявления были только заявлениями или все же это правда? Это, видимо, просто было фейковое заявление. Потому что по факту мы видим совсем другое. Здесь у нас не только не развивается обучение на крымско-татарском, украинском, тем паче языках, а наоборот сокращается. Хорошо, но вот руководство системы образования сказало, что это все сокращается исключительно по воле самих детей и родителей. Там даже приводился пример, что в 2014 году порядка 18 тысяч детей и учились на украинском и изучали украинский, а сейчас менее 300 или около 300. Так ли это на самом деле? Это действительно желание детей и родителей? Нет, такого не может быть, потому что мы знаем, я был тоже раньше одним из организаторов открытия школ, мы знаем, что это нам удавалось сделать, хотя администрации были не совсем поддерживали в те времена еще. А теперь это стало еще сложнее, потому что когда родители начинают с этим обращаться, опять же, к администрациям, то их отговаривают, объясняя, всякие, приводят разные доводы и причины, чтобы вот они этого не делали. Поэтому это вопреки воле родителей. Хорошо. И вот только что мы общались с бывшим директором украинской школы в Евпатории Ольгой Тимошенко, и она сказала, что если у родителей, если есть воля родителей, если есть воля ребенка, то люди, например, изучают изучают тот же украинский язык, но тайно, занимаются вот в секретной обстановке с репетиторами и таким образом готовятся. Насколько это распространено по отношению к крымско-татарскому языку? Но, в общем-то, на самом деле, в школе сейчас получить хорошее образование, скажем, хорошее обучение на крымском языке невозможно. При этом уроки сокращаются, вводятся разные другие уроки, предметы, в необходимость которых мы сомневаемся, за счет изучения крымско-татарского языка. Потом сами школы тоже. Было 15 школ на полуострове, теперь их 13. И там одну школу закрыли совсем, другому не дали статус. Это вот так. Статус имеется в виду школы с крымско-татарским языком обучения. Потом еще, когда в школах обучаются дети на крымско-татарском языке, 2 ступени проходят еще как-то на крымско-татарском языке, а вот 3-я ступень уже просто проходит, как все школы общеобразовательные. И выпускают детей из школ, выдавая аттестаты, где не указывается, что ребенок или, скажем, выпускник закончил школу с крымско-татарским языком обучения. Поэтому что-то так вот нивелируется. Потом еще директора школ, исходя из принципа, где кадр решает все, директора подбираются таким образом, что это люди или обезволенные вообще, или, скажем, безропотные, в принципе, они, в общем-то, им это вообще ничего не надо. А раз им нужен директор, то они, соответственно, подбирают такой же коллектив для своей школы, которые, скажем, просто идут по течению. Идут по течению. Насколько распространено движение в сторону сдачи украинских вот этих экзаменов ЗНО и, соответственно, поступления в украинские вузы? В общем-то, я знаю родителей, которые выезжают за пределы Крыма, Украину, чтобы, как-то, скажем,
чтобы их дети могли бы завершить процесс в Украине. Таких немного, потому что, в самом деле, очень много возни, очень много тут нужно делать, и поэтому это сложно. Но такие есть. Такие есть, видимо, те люди, которые видят детей в своей перспективе там, скажем, в той системе украинской, это они делают. Такое есть. Такое есть, но этого не так много, потому что много, в том числе, бюрократической возни. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Абдуришид Джипаров был с нами на связи. Это координатор Крымской контактной группы по правам человека. Обсуждаем сейчас результаты тех заявлений крымских властей о том, что в Крыму доступно образование как на русском, так и на украинском и на крымско-татарском языках. И у нас следующее включение. Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» с нами на связи. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Смотрите, обсуждались основные проблемы, с которыми сталкиваются крымские выпускники при том, чтобы, я не знаю, при их попытках сдать украинские ЗНО и поступать, соответственно, в украинские вузы. Одна проблема — это, собственно, финансы родителей. Тут более или менее понятно. Вторая — это бюрократические процедуры, с которыми сталкиваются и родители, и, собственно, выпускники. Насколько эти бюрократические процедуры преодолимы и что, возможно, могла бы сделать Украина для того, чтобы, поддержать крымских абитуриентов? Я думаю, если идти по тому пути, который сейчас есть, получение аттестата и прочее, да, это большая проблема. Хотя Украина для этого сделала очень много, и сейчас получить свидетельство за 9 класс и аттестат за 11 класс достаточно сдать где-то около 12-15 экзаменов. Тем более, враховываючи, то, что происходит ситуация сейчас в Крыму, для крымчан была создана даже дополнительная сессия ЗНО, которую они могут сдать уже после всех мероприятий. Но это не самое главное. На сегодняшний день в Украине создана уникальная система в мире, хочу подчеркнуть еще раз то, что это уникальная система, которая обеспечивает доступ к высшему образованию крымским детям. Что им необходимо сделать? Им необходимо только иметь документ, который подтверждает о том, что они крымчане, свидетельство о рождении. Приехать в Украину, выбрать один из 35 вузов, которые расположены буквально по всей Украине, но в основном в южных областях. И сдать 3 экзамена. Украинский язык, историю и профильный, которые не отбирают. И поступать. Все. Дальше Украина выделила более 3000 мест. При этом это лучшие вузы Украины. Юридическая академия, Морская академия, Львовская политехника, Институт Гетмана, Таврийский национальный университет, который находится в Крыме. Все они ждут. И там нет никакой бюрократии. Вы просто приходите в образовательный центр, который начинает работать 4 числа, с 4 сдаете лично, единственное, что выпускник должен лично сдать документы. Именно подтверждение о том, что он из Крыма. Даже я хочу еще обратить внимание о том, что если ребенок выехал после 1 января этого года, он тоже может поступать через эту систему. И там дальше сотрудники помогут. Единственная сейчас проблема – это донести эту информацию в Крым, потому что это очень ограничено. В этом старается Министерство образования, ряд других. Кроме этого, общественные организации. Например, Альменда сейчас реализует большой проект при поддержке Чешской Республики «Образование для Крыма», где мы стараемся это принести до крымчан. Хочу еще раз обратиться и через ваше телевидение. Уважаемые крымчане, мы вас ждем. Украина вас ждет и готова вам принимать и оказывать всю помощь, которая вам необходима. От вас требуется только желание. Только желание. Кстати, его может же тоже быть недостаточно, поскольку мы общались с бывшей директрисой Евпаторийской школы Ольгой Тимошенко, и она говорит, что большинство детей, которые собираются поступать в украинские вузы, они вынуждены тайно изучать украинский язык. То есть они сталкиваются еще и с препятствиями, скажем так, нежелательности изучения украинского языка, а это обязательный экзамен при поступлении в украинские вузы. Да, это экзамен обязательный, но экзамен в рамках школьной программы. Это первое. И второе. В Украине нет плохой оценки. Даже если не будут очень хорошие результаты, все равно экзамен сдан.
И тогда крымчане принимают участие в рамках 20%. То есть от госбюджета, который выделен на данную специальность, выделяется 20%, но не меньше, там одного. Например, из 100 мест выделяется 20. И крымчане до всех поступлений принимают участие в этом конкурсе. То есть между собой они соревнуются, если так можно сказать. И да, действительно необходим украинский язык, потому что это государственный язык. И есть сейчас помощь очень большое количество дистанционных форм обучения. Вы можете приехать, в ряде вузов есть еще также и подготовка детей. Учителя в школах, которые прикреплены к этим вузам, тоже будут помогать. Поэтому нет необходимости бояться. А то, что это проблема в России, это да. Особенно в оккупированном Крыму. Потому что здесь идет преследование по языку и, по нашим информации, даже в том же Севастополе уже весной собирали информацию, кто собирается поступать в украинские вузы. И после этого может оказываться определенное давление. Но, к сожалению, то, что есть, то есть. Что есть, то есть. Хорошо, а как вы считаете, какие основные, привлекающие, аспекты вот этого самого образования? Я слышал, что многие думают о поступлении в украинские вузы исключительно благодаря, например, безвизу и возможности потом, в рамках баллонской системы даже выбрать себе семестр или два в каком-то из европейских вузов. То есть вот сам по себе безвиз — это привлекательный фактор, но есть ли еще какие-то? Во-первых, это лучшее образование, потому что предоставленные вузы – это одни из лучших в Украине. Во-вторых, да, действительно, вы сказали, возможность поступить в Европу. В-третьих, данные дипломы, которые получают в Украине, признаются во всем мире. Российские дипломы не признаются. То есть, если ребенок поступает в Крыму, то его диплом нигде не будет признан. И этот монстр, который сейчас существует, если вы посмотрите статистику, извините за то, что несколько цифр дам, то в том году на количество мест увеличивается больше, чем на 1000 выделяет дополнительное количество мест для набора на госбюджет, а набор сокращается. То есть это нереально. Поэтому то, что мы видим, это реальность дальнейшего продолжения не только в Украине, не только в Европе, но и при освобождении Крыма. То же самое, украинские дипломы – это есть украинские дипломы. И это будущее элита, которая будет дальше жить в Крыму. Ну и, собственно, о будущем-то у меня и последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот если когда-нибудь произойдет или когда произойдет деоккупация, что нужно будет делать с системой образования, поскольку, все-таки далеко не все школьники, изучали украинский язык, поступали потом как абитуриенты в украинские вузы. Будут ли проблемы с системой образования в Крыму? И как их решать, если они будут? Проблемы будут, как всегда, после освобождения оккупированной территории. Есть люди, которые активно помогают, становятся коллаборантами. Есть люди, которые просто под давлением. И здесь необходимо подходить персонально. Я думаю, очень хороший опыт, который прошла Германия после Второй мировой войны. В связи с тем, что там разбирались с каждым конкретно. Более 100 тысяч дел были рассмотрены в судах, там громадное количество. И подходили к каждому человеку персонально и рассматривали. Поэтому мы и будем проходить. Сейчас самая большая проблема о том, что Крым становится экспериментальной площадкой для России по созданию военизированных молодежных организаций. Вот, например, 24-го в Севастополе, 23-го прошли последние звонки, а 24-го уже 500 человек вступают в юнармию. Это новый так называемый Гитлер-Югенд Путина. И поэтому проблемы будут, и здесь как раз Украина должна будет направить все свои силы для того, чтобы вернуть этих детей в украинское образовательное пространство. И я думаю, мы с вами этому поможем. Хорошо, а вот у меня вопрос даже другой. Хватит ли учителей после оккупации? И если нет, то где их брать? Сейчас очень сильно хорошо развивается система дистанционной подготовки, которая есть, это первое. А второе, я думаю, все-таки будут задействованы и те учителя, которые работают сейчас в данном случае. Просто вполне возможно, по каждому из них будет рассмотрен вопрос о возможности его преподавания в школе. Если человек занимал активную пророссийскую позицию, выступал за оккупантов, то действительно тогда в школе ему не место. Но с остальными необходимо уже будет рассматривать каждого конкретно. И я думаю, Украина то же самое поможет. У нас громадное количество педагогических вузов. Но, правда, на них часто бывают нарекания, насколько хорошо в этих педагогических вузах готовят, но это, я думаю, не самый главный вопрос для этой конкретной программы.
Спасибо вам большое. Олег Хредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможности, итоги прежде всего учебного года в Крыму, возможности, которые были или не было их у детей изучать предметы и обучаться на украинском и крымско-татарском языках. Сказали нам наши эксперты и люди, которые к нам включались, что система противодействуют возможности детям изучать украинский и обучаться на украинском. То же самое с крымско-татарским. Бывшая директриса школы из Евпатории Ольга Тимошенко рассказала, что распространенным является явление, когда дети тайно изучают украинский язык, и даже часто родители и дети сталкиваются с сложностями даже в том, чтобы получить копию своего личного дела из школы, потому что директора прекрасно понимают, зачем нужны эти самые копии, а нужны они для того, чтобы подавать их в качестве документов в украинские высшие учебные заведения. Олег Хредько рассказал, насколько просто поступать крымским абитуриентам в украинские вузы. Есть для этого специальная система, и в 35 высших учебных заведениях выделено по 20% квоты. Это в международном праве называется позитивная дискриминация. То есть дискриминация — это обычно нечто, унизительное или там плохое для человека. Позитивная же дискриминация — это когда какую-то группу людей специально выделяют для того, чтобы оказывать им больше помощи и больше поддержки. И вот такая образовательная позитивная дискриминация и происходит по отношению к крымским абитуриентам в украинских высших учебных заведениях. Я же должен с вами прощаться сейчас. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете слушать нас на 105,9 FM. Конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Есть номера телефонов, по которым вы всегда можете позвонить в прямой эфир. Для крымчан это 8 810 06 926. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Радио Крым Реалии всегда с вами. Меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.